В Дачное вернулась в 1994 году. Первое, что тогда увидели Яндиевы, полностью разрушенный дом. Даже от фундамента ничего не осталось. А сегодня, спустя 25 лет, они вновь обживаются. Сюда Хайшатку пришлось заново начинать и строить и дом, и все. Вдова, которая потеряла мужа в самый разгар тех страшных событий, его сердце не выдержало. Мама и, наконец, бабушка, которая собрала всю семью вместе и заново воссоздала уют в своем доме. Сегодня Цееш Яндиева держит небольшое хозяйство, разводит кур и ухаживает за огородом. Почти все как тогда, 25 лет назад. Тогда семья потеряла не только главу семейства, но и сына. 28-летний на тот момент Багаудин Яндиев только вернулся домой, отслужив в армии, и устроился на государственную службу. Высокий, статный, красивый, с глубоким взглядом. Он смотрит на сегодня на родных черно-белых фотографий. Строгое ингушское воспитание и сдержанность военного сразу бросаются в глаза. Багаудин до сих пор числится в списках без вести пропавших, но сердце матери ждет и верит. В 90-м году я что видишься курсал, что Бог дик был честный сагуях, что курил что, не сей сариду, что и на это что. Во время трагических событий 92 года Багаудин Яндиев, рискуя своей жизнью, сумел вывести из пригородного района десятки людей, как живых, так и погибших, и передать родным. Вернувшись в родное село в очередной раз, чтобы помочь остальным, Багаудина больше не видели. أتدي همدات أتدي نخبة برلات حمود ولا вот я вот что-то уже говорится, она сдар 17 ноября дарс 19 ноября далец хочу они спомбарги инват 25 лет, четверть века, что отделяет народ от тех трагических событий. Сегодня, когда все участники памятного мероприятия во дворе мемориала собрались в ожидании начала мероприятия, Цееш сразу одна направляется к могильному камню. Не хочет, чтобы другие видели, как она ухаживает за пустой могилой, ведь сын не привык к проявлению материнской ласки на публике. سيغن قنيسو سيغن ميا قادسة وغزوال صنقت وضعيتش На мемориальном комплексе семья, как и каждый год, в полном сборе. Жить, не зная, что с твоим братом, жив он или мертв, эта неизвестность мучает, признается Адам. Но за все эти годы семья ни разу не теряла надежду на лучшее. Вот и сегодня, видя его имя среди пропавших, они уверены, что рано или поздно он снова постучится в родной дом. Сотни пропавших без вести и еще больше искалеченных судеб. Поиском информации о них который год занимается профильный комитет. За прошедшие 25 лет сотрудники обращались во многие инстанции. В результате были найдены останки более 20 человек, 9 из них опознаны. Также комитетом создан банк данных с фамилиями и именами пропавших и ДНК родственников. Генетический паспорт, генетический паспорт, сагвон дамували вакаху, так хадамалют, он сравнительный анализ, халху. Уже генетический паспорт, датил дул дан 80 с лишним паспорт, дадан дан то уже вейхон пачав шин датица. Многие семьи, как и Яндиевы, начали жить заново, но есть и те, кто до сих пор не вернулся в свой отчий дом. Просто тяжело возвращаться туда, где все напоминает о былом и отзывается болью в груди. Интерман Киева, Адам Далаков, Новости 24.